Всем привет, это Кинолания. Уже отсмотрели все, что идет в кино? Тогда ловите новую порцию премьер. А самое интересное расскажем прямо сейчас. Сумасшедшей скорости, визг тормозов и безумное желание победить. Нет, это не новая часть «Форсажа». На большие экраны выходит драма об эпичнейшем противостоянии в мире профессиональных гонок «Форд против Феррари». И вам обязательно нужно это посмотреть. На дворе 60-е. Феррари 5 лет подряд становится триумфатором легендарной гонки 24 часа Ле-Мана. Форд, выпускавший тогда не самые быстрые автомобили, бросает им вызов. Создать машину победителя призван великий Кэрол Шелби, тот самый, чье имя носят автомобили. Над созданием идеального спорткара он будет работать с отважным британским гонщиком Кеном Майлзом. Вместе они дадут бой непобедимому Феррари. И сколько ты им сказал, тебе нужно времени? Лет 300? 90 дней. «Форд против Феррари» основан на книге A.J. Бейма «Go Like Hell». Сценарий около десятка лет добирался до больших экранов. На ранних стадиях главные роли в нем могли сыграть Том Круз и Брэд Питт. Но тот проект развалился, и в итоге за него взялся Джеймс Мэнголд, максимально разноплановый режиссер, который снимал «Кейт и Лео», «Логана», «Прерванную жизнь», «Переступить черту» и много других фильмов. После слетевших Круза и Питта на главные роли взяли двух других голливудских тяжеловесов Мэтта Деймона и Кристиана Бейла. Эти двое то, на чем держится фильм. Два максимально разных героя – жесткий, но обаятельный Шелби и дерзкий, вспыльчивый Майлз. Они объединяются, чтобы вместе создать идеальный спорткар. Несмотря на всю крутость Деймона, все же именно Бейл перетягивает на себя все внимание. Фееричный, яркий и максимально живой. От него буквально прет крутостью. С этой ролью он вполне может претендовать хотя бы на номинации на топовые награды. И да, для этой роли ему опять пришлось ядрено похудеть. После «Власти» он за полгода сбросил около 30 килограммов. В целом у него даже выбора не было. В своем тогдашнем весе он тупо не влезал в гоночный болид. Ну и как отдельный плюс – визуал. Красивые машины, пролетающие на экране с бешеной скоростью. Что еще нужно? Вас будет буквально вдавливать в кресло вместе с пилотами. Ну и все это приправлено крутой актерской игрой, серьезной драмой, экшеном и отличным юмором. На выходе «Форд против Феррари» – это не просто кино о спорте. Это вдохновляющая история о скорости и людях, которые не сдаются под напором обстоятельств. 2,5-часовой фильм пролетает на одном дыхании, а финальная гонка действительно мощная. Вам обязательно нужно увидеть ее на большом экране. Готовы? Я родился готовым, мистер Шелби. Вперед! Вообще, практически все новинки этой недели заслуживают вашего внимания, ведь они разные и невероятно крутые. Сейчас коротко обо всех свеженьких релизах. И начнем мы с возрожденных «Ангелов Чарли». В начале 2000-х Кэмерон Диаз, Люси Лью и Дрю Берримор были для нас самыми крутыми девушками-шпионками. Теперь эстафетную палочку перенимает новая троица. В центре сюжета детективное агентство Таунсенд, возглавляемое таинственным Чарли. По всему миру его невероятные ангелы обеспечивают безопасность своим клиентам. Новую троицу сыграли Кристен Стюарт, избавившаяся от клейма сумеречной Беллы Свон, Наоми Скотт, недавно игравшая Жасмин, ну и практически неизвестная Элла Болинска. Режиссер тоже женщина Элизабет Бэнкс. В кино стартовала и эпичная военная драма «Мидуэй». События разворачиваются во время Второй мировой войны. В центре повествования важнейшая битва у Мидуэй между американским флотом и японцами. Этот бой стал ключевым моментом в Тихоокеанской войне. Режиссер Роланд Эммерих, до этого работавший над созданием «Патриота», «Дня независимости» и других крупных проектов. А еще на больших экранах покажут детективный триллер «Хороший лжец». Главный герой – профессиональный мошенник Рой Кортни. Он знакомится в сети с богатой вдовой Бетти Маклиш, очаровывает ее и получает доступ ко всем ее ресурсам. Но неожиданно Рой ловит себя на том, что она ему не безразлична. Главные роли исполнили фантастические Хелен Миррен и Иэн Маккеллен. В прокат вышла и биографическая драма Андрея Кончаловского «Грех». Картина рассказывает об испытаниях на творческом пути гениального художника и скульптора Микеланджело Буонаротти. За преданность гения борются два самых могущественных семейства. Фильм, кстати, целиком снят в Италии и на итальянском языке.
Ну и новинка для малышей – мультфильм «Стражи Арктики». Все события происходят на Зверополюсе, где власть находится в лапах больших, сильных и зубастых. Ради собственного превосходства они готовы переделать весь мир. Лишь маленькие, но очень храбрые встанут на защиту мира. Именно они станут настоящими стражами Арктики. Ну и фильмы прошлых недель, которые продолжают идти на больших экранах. Здесь тоже очень интересно. На этой неделе полностью концентрируемся на гонках, а значит, есть отличный повод посмотреть или пересмотреть одну из лучших лент о королеве спорта. В 2013 году на большие экраны вышла спортивная драма «Гонка». Вышла и сразу покорила и критиков, и зрителей. На дворе 70-е, золотое время Формулы-1. Гонки все еще крайне опасны, гибель пилотов – совершенно неудивительное событие. И в это время разворачивается одно из самых острых противостояний между Ники Лаудой и Джеймсом Хантом. У них нет права на ошибку, ведь любая может стоить им жизни. Созданием фильма занялся настоящий мастер биографических лент Рон Ховард. Он подарил миру «Игры разума», «Фрост против Никсона» и «Нокдаун». Он взял за основу историю реального соперничества и в итоге создал картину с мощнейшим внутренним нервом. Все это еще и визуально выглядит завораживающе. Все гонки показаны вкусно и круто, но любуясь гонками, никто не забывает и о внутренней драме. Все самые эмоциональные сцены все-таки происходят не на гоночном треке, а за кулисами. Как и Форд против Феррари, два главных героя здесь максимально разные. Ники Лауда в исполнении Дэниеля Брюля расчетливый, педантичный и стабильный, тогда как Джеймс Хант, которого играет Крис Хемсворт, развязный, отчаянный и меняет женщин как перчатки. Разница характера и становится основой их противостояния. «Гонка», наверное, самый эффектный и точный в деталях фильм об автогонках. Вас ждет невероятная история, мощнейшая игра актеров, острое противостояние, феерические съемка и монтаж, и все это под музыку гениального Ханса Циммера. Поверьте, это стоит 2 потраченных часов. Ну а у нас на этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.